Декабрь. Пик зимы. Нам встретилось стадо горных баранов Марко Поло. Они куда-то отважно идут через вьюгу. Это крыша мира. Она расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. Это Памир. Часть первая. Крыша мира. На языке древних персов Памир означает «подножие бога солнца». Название, очевидно, связано с близостью Памира к небу. Недостижимая высота и пронизывающий холод делают Памир одним из самых неприступных уголков планеты. Памир находится на стыке самых высоких горных систем мира – Гималаев, Гиндукуша, Кунь-Луня и Тянь-Шаня. Мы находимся на юго-западе Памира, у границы между Таджикистаном и Афганистаном. Это одна из самых закрытых областей Памира. Здесь живут преимущественно киргизы. На жизнь они зарабатывают разведением скота. Амирбек – пастух. Сегодня нас принимает Амирбек. Всю жизнь он работает пастухом. Из-за большой высоты и крайне низких температур Памир непригоден для земледелия. Разведение скота – единственное доступное здесь занятие. Рано утром Амирбек гонит яков на выпас. Яки – самые востребованные в хозяйстве памирцев животные. Родина яка – Тибет. Яки живут в высокогорных регионах в Гималаях, на Тянь-Шане и на Алтае. Даже одомашненные яки не забывают данных природой навыков. В отличие от других домашних животных, они способны прокормиться без участия человека. Там, где яки, рядом всегда бродят волки. Волчья стая держится поблизости, выжидая удобного момента для нападения. За эту зиму волки уже задрали у Амирбека 10 яков. Он переживает, что это еще не все. Озеро около пастбища называется Малый Каракуль. Недавно у озера волки напали на людей. Там много волков. Я своими глазами видел там 5 воющих волков в начале года. Я развожу яков уже 20 лет. Но никогда мне не приходилось слышать, чтобы волки выли так близко от моего дома. Вечером вой волков эхом разносится по холмам за его домом. С помощью воя волки общаются внутри стаи. Вой помогает стае держаться вместе и предупреждает непрошенных гостей, чтобы те держались подальше от их территории. Амирбека ждала находка. Шкура яка. Видимо, волки напали на яка, когда он пасся поблизости. Они поймали его вот тут и поволокли в ту сторону. Беспорядочные волчьи следы указывают на то, что здесь произошла ожесточенная схватка.
На склоне мы обнаружили останки яка, съеденного волками. Своими мощными челюстями волк способен перекусить даже кости. За овцами волки охотятся поодиночке, а против яка нужно хотя бы 2-3 зверя. После охоты они вместе съедают добычу. Некоторые волки охотятся и в одиночку, но чаще всего они ходят стаей по 8-10 волков. Мы оставили автоматическую камеру около туши яка в надежде, что волки вернутся. Спускается ночь. Волки возвращаются. Волки – животные социальные с четкой иерархией внутри стаи. Волк с поднятым хвостом – вожак. Любая попытка притронуться к пище раньше него жестоко пресекается. И только после того, как вожак поел и отошел от туши, остальные могут приступать к еде. Недаром волчий аппетит вошел в поговорки. Когда выпадает такой случай, волк съедает столько пищи, сколько может. За один раз он может съесть до 9 килограмм мяса. Волк – животное ночное, он активен с наступления вечера и до рассвета. Когда начинает светать, волки уходят на отдых в укромные места. Мы вернулись в дом к Амирбеку. Он рассказал, что волки загрызли его пса, и отвел нас к месту, где это случилось. Ужасающая картина. Волки загрызли пса и выели его внутренности. Пес боролся, но один против всех проиграл. Вчера утром я возвращался с пастбища и заметил одного волка. Мои собаки погнались за ним, и одна с ним сцепилась. Потом появилось еще 4 волка. Они убили и сожрали пса прямо там же. Волки нападают на собак крайне редко. Но на Памире известны случаи нападения волков даже на человека. Махан – охотник. Пастух утром вывел овец на пастбище. По дороге домой он увидел, что волк ест одну из его овец. Он попытался отогнать волка, но тот бросился на человека и серьезно его ранил. Пастух оказался в больнице, но лучше ему не стало. У него началось заражение крови, и он умер. Парню было 28 лет. История существования человека, волка и собаки насчитывает много лет. Волки – это предки собаки, первого одомашненного человеком животного. Собаки и волки очень схожи генетически и даже могут спариваться. Волк, когда-то грозный враг человека, в процессе одомашнивания превратился в его лучшего друга. Мы заглянули в гости к соседу Амирбека. На этот раз собака загрызла волка, снующего у дома. Волк был еще молодой, может быть, около года. Взрослого зверя не так просто завалить. Бактыбек – пастух. Вечером, часов в 9-10, я услышал лай и заметил волка. Он охотился за овцой. Моя собака погналась за ним и укусила, а я стал бросать в волка камни. На Памире люди расставляют капканы на волков. Это хитрое и осторожное животное обычно без труда обходит любые ловушки, но этому волку не повезло. Даже попавший в капкан, волк легко не сдается.
Он готов лишиться лапы, лишь бы спастись. Джурдозбаев, пастух. Этот волк протащил капкан за собой на расстояние 8 километров. Мои собаки погнались за ним и поймали. У меня с собой не было никакого оружия, кроме палки, чтобы отбиваться. Опять собаки одолели волка. На памирских склонах перед человеком, собакой и волком один выбор – погибнуть или убить самому. Джурдозбаев, пастух. С одной стороны, получается, что волки задирают наш скот, а с другой стороны, наши собаки убивают волков. Вот так и приходится киргизам жить на Памире. Средняя высота памирских гор – 4000 метров над уровнем моря. Высота среднего пика обычно достигает до 6000 метров. Горные вершины покрыты снежными шапками и ледниками. Весна наступает только в июне. Под солнечными лучами ледники тают, стекая со склонов. Деревьев на Памире нет. К местному суровому климату смогли приспособиться только несколько видов растений. Они пригибаются низко к земле, чтобы спастись от суровых ветров. Большинство из этих растений относятся к душистым травам. Самое известное растение Памира – терескен. Это единственный кустарник, который сумел приспособиться к жизни на бесплодной земле в суровом климате. Терескен – главный источник питания для местных травоядных, среди которых и горные бараны Марко Поло. Весна начинается тогда, когда появляется новая жизнь. Памирские жаворонки уже образовали пары и отложили яйца. Самка жаворонка возвращается в гнездо. Яйца обычно высиживает самка. Сурки тоже проснулись после зимней спячки и греются на солнце. Во время зимовки у сурков в норках появляется потомство. Эти грызуны вырастают больше кроликов. Они питаются только растительным кормом. В пищу идут трава и семена. В вышине парят бородачи. Ареал бородачей включает самые высокие горные системы мира – Памир, Гималаи, Тибет, Алтай. Бородачи получили свое имя из-за пучков перьев, растущих вокруг глаз и клюва. Основу рациона бородача составляют кости. Его желудок легко переваривает даже самые твердые кости. Погода в горах переменчивая. Порыв ветра нагоняет пелену из плотных туч, которые тут же высыпаются снегом. Внезапный снегопад застает весеннюю живность врасплох. Детеныш сурка впервые вышел из норки. Ему сразу предстоит научиться выживать в суровых условиях Памира.
Кажется, что с июньским снегопадом на Памир возвращается зима. Два раза в год белоголовый сип отправляется в изматывающий перелет над Гималаями. После зимовки в Индии или Пакистане эти птицы возвращаются на Памир, чтобы произвести потомство. Гималайские белоголовые сипы-падальщики. Сами они не охотятся, предпочитая доедать остатки добычи, которая осталась от других хищников. С наступлением осени они опять отправятся в полет над Гималаями, спасаясь от суровой зимы. Метель не помешала появлению новой жизни. Даже в июне ветер все еще ледяной, поэтому мама аккуратно прикрывает малышей. Весна вступает в свои права. На нижних склонах трава пробивается из земли. Животные собираются внизу на пастбищах, чтобы пощипать траву. Бараны Марко Поло пришли в поисках свежей травы. Вслед за ними с гор сходят волки. Эти преимущественно ночные животные иногда появляются и днем. Волк – животное территориальное. Он метит свою территорию мочой. Волки охотятся на любых животных, от горных баранов до лис, сурков и крыс. Когда пищи не хватает, они едят даже растения, например, плоды с кустов. Один из волков отбегает. Он раскапывает остатки прежней добычи, которую он спрятал в земле, чтобы полакомиться позже. Представители семейства псовых, волки, лисы, часто так делают. Припасы помогают им пережить черный день. Отправились к Ваханскому коридору в начале августа. Добраться сюда можно только в июле-августе, когда снег и ледник тает. В Ваханском коридоре сходятся границы Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Китая. Попасть сюда можно только в короткий период летом, но и этот путь не кажется легким. Ручьи наполняются водой от тающего ледника, превращаясь в полноводные реки. Порой река возникает буквально ниоткуда. На территории Ваханского коридора на высоте 4200 метров расположилось красивое озеро Заркуль. Заркуль, что в переводе означает «большое озеро», растянулось вдоль таджикско-афганской границы.
Покосившиеся столбы были установлены еще во время Холодной войны для разметки границы. А сегодня уже невозможно сказать точно, где эта граница проходит. Территория вокруг озера Заркуль не заселена. Здесь, на афганской стороне, отрезанной от остального мира, проживает только небольшая группа киргизов. В верхней части Заркуля есть несколько мелких озер. Это озеро называется Чаканкуль, что на киргизском означает «расположенные рядом озера». Вода в озерах, образованных из сталых ледников, кристально-прозрачная и холодная. На лето озера превращаются в место спаривания самых разных водоплавающих птиц. Самые многочисленные из них – это агарь или красная утка. Зимой красные утки мигрируют в Корею. Под присмотром мамы птенцы учатся плавать. Дикие животные вольготно обживают нетронутые человеком земли вокруг озер Заркуль и Чаканкуль. Свой идеальный дом здесь обрели любящие уединение снежные барсы. Вокруг пика мы заметили хорошо пропечатавшиеся следы снежного барса. Нет сомнений, хищник водится в этих краях. Снежные барсы – это яркий пример того, как животные могут адаптироваться под суровый климат высокогорных районов. Они обитают в самых холодных и высоких регионах Средней Азии. Популяция снежных барсов или ирбисов ограничена. К тому же они крайне скрытные. Увидеть ирбисов удается редко, поэтому их прозвали «призраками гор». Излюбленной добычей ирбисов являются ибиксы – альпийские козлы. После спаривания ибиксы, как правило, не сохраняют свою пару. Эта группа состоит из самки ибикса и детенышей. Ареал ибиксов огромен. Он простирается по всем горам Азии, в том числе на Памире. Еще одна разновидность диких козлов, обитающих на Памире – винторогий козел Мархур. Встречаются они гораздо реже, чем ибикс. Распространены только в северных регионах Афганистана и Пакистана, а также в бассейне реки Пяндж в Таджикистане. Излюбленное лакомство Мархура – цветы миндаля. Весной они спускаются с гор, чтобы полакомиться цветами миндаля. Самцов отличают витые рога. Название Мархур происходит от персидского «поедающий змей», возможно, из-за закрученных наподобие змеи рогов. Ибиксы и мархуры – это основная добыча ирбиса, вышедшего на охоту. Ибиксы известны как ловкие скалолазы. Они бесстрашно штурмуют крутые скалы. Несмотря на то, что они способны пробираться через скалы, куда другие животные не могут даже подойти, снежные барсы знают способы, как их подловить. Нам рассказали интересную историю о том, как снежные барсы охотятся на ибиксов на Памире.
При охоте на ибиксов снежный барс скатывает камни с вершины горы. После падения камня он замирает. Ибиксы сначала пугаются, но решают, что виной тому ветер. И тогда снежный барс набрасывается на добычу. Он всегда пользуется такими уловками. При таянии снега и ледника остается вода, благодаря чему на вершинах образуются луга. Вдоль ручьев пробиваются растения, они служат кормом для животных. Памир – крайне сухой регион, поэтому все местные обитатели живут вблизи воды. Это гималайская тундряная куропатка со своим выводком. Куропатка ищет корм. Как правило, это листья и цветы местных растений. Летом сурки просыпаются от спячки и воспитывают подрастающее потомство. Детеныши должны многому научиться до наступления осени, когда они впадут в спячку. Малыши-сурки резвятся около норки. Но даже во время игры нельзя терять бдительность, ведь опасность подстерегает в любой момент. Рядом кругами бродит волк. Сурки составляют большую половину рациона волков в летний период. Там, где прятался волк, остается лежать мертвый детеныш сурка. На его спине видны четкие следы от волчьих зубов. Неосмотрительность слишком дорого обходится. Раз в год, в мае-июне, самка барана Марко Поло приносит одного ягненка. Самки объединяются в стадо и вместе выращивают ягнят. Теперь они не ослабляют бдительность и спешат подняться еще выше в горы. Бараны Марко Поло – это гордость Памира. Самец славится своими огромными рогами. У взрослого барана размер одного рога может достигать 160 сантиметров. Эти бараны названы по имени прославленного покорителя Памира. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 1273 году описал барана с огромными рогами в своем известном путевом журнале. Великолепные рога – это одновременно и гордость, и трагедия баранов. Рога очень востребованы охотниками, поэтому численность баранов сокращается до пугающего уровня. Таинственная земля Памира полна легенд. Самая известная из них – это загадка Йети. Рано утром нас ждала встреча с очень необычным зверем – с тяньшанским бурым медведем.
Эти медведи обитают в высокогорных регионах Памира и Тибета. Их популяция настолько малочисленна, что встретить их в природе – редкая удача. Следы медведей встречаются у горных вершин на высоте 5000 метров. Удивительно, но отпечатки их лап и экскременты очень похожи на человеческие. Это дает основание предполагать, что легендарными йети на самом деле являются тяньшаньские бурые медведи. Медведица проснулась от спячки и вместе с медвежатами ищет пищу. Питание высоко в горах крайне скудное. Если повезет, они смогут поймать небольших зверьков, например, сурков, но все же основу их диеты составляет трава. Эти медведи приспособились к скудному питанию. Они гораздо меньше бурых сородичей, обитающих в низинных регионах. Но что-то вдруг встревожило медведицу. В страхе за детенышей она уводит их обратно в горы. Между тем, под лучами восходящего солнца снует неугомонная лиса. Она охотится за мышами-полевками. А если нет, в пищу пойдут насекомые и птицы. Лето в разгаре. Трава уже покрывает горные вершины на высоте 5000 метров. В поисках свежих пастбищ травоядные поднимаются высоко в горы, снежные барсы следуют за ними. Иногда животные достигают вершин, где начинаются вечные ледники. Мы тоже пошли за ними, чтобы встретить снежного барса. Ирбис идет по краю скалы и обрыва, повсюду оставляя метки. Он метит территорию мочой или экскрементами, зарывает землей, оставляя небольшой холмик. Ирбис всегда оставляет метки в одном и том же месте, поэтому установить его местоположение несложно. Снежные барсы и волки проходят только там, где оставили свои метки. Барс не пойдет туда, где нет его меток. То же самое касается и волков. Снежные барсы очень внимательно следят за помеченной территорией. Мы решили установить камеру в том месте, где снежный барс оставил метки, и подождать. Первым в объектив камеры попал ибикс. Если судить по размеру рогов, это молодой самец. Это доказывает, что ибиксы и снежные барсы ходят одними тропами. Лиса – самый шустрый зверек на Памире. Она рыщет в поисках пищи и днем, и ночью, хотя в ночные часы ее активность выше.
кадр входит снежный барс. Изящно ступая, вытягивается всем телом в плавную линию от головы до хвоста. Зверь остановился пометить свою территорию. Оставив на земле метку, этот призрак гор исчезает из виду. На Памире множество мелких и крупных озер. Самое большое озеро – Каракуль. Каракуль образовался на месте падения гигантского метеорита сотни тысяч лет назад. В переводе с киргизского «Каракуль» означает «черное озеро». Исагов пастух. Каракуль уходит в глубину на 200 метров. Дна не видно. Глубина большая, вода темная. При порывах ветра вода рябит. Озеро чернеет из-за поднимающегося ила. Поэтому озеро и получило название «Черного». Каракуль расположен на высоте 4000 метров над уровнем моря. Из-за этого лед тает только в июне, а в августе появляется снова. Каракуль находится на границе между Таджикистаном и Китаем, на востоке Памира. По площади он чуть превышает половину Сеула. Множество ручьев устремляется к озеру, там скапливается вода, и озеро увеличивается. В Каракуле почти не водится рыба, потому что вода слишком соленая. Благодаря избытку воды по берегам озера окружено буйной растительностью. Эти места когда-то стали домом для одних из первых людей на Памире. Каракуль – самое красивое озеро в Средней Азии. Но мало посещаемое из-за сложного к нему доступа. Короткое лето на Памире подходит к концу. Период спаривания закончен. Птицы собираются в стаи, чтобы подготовиться к миграции. В стае птицы легче экономить силы и проще защититься от хищников. Люди тоже готовятся к зиме. Они откармливают скотину, чтобы пережить зимовку. Памирцы живут на скромные средства. Своего скота пастухи не имеют, их нанимают на работу за небольшую плату. Пастух Шамши Эвис мечтает, что однажды у него появится свой скот. Шамши Эвис – пастух. Я кое-как свожу концы с концами, потому что своей скотины у меня нет. Я присматриваю за чужим скотом, а у меня нет ни овец, ни яков. Иногда удается подзаработать, но хозяин об этом не знает. Так и кручусь, но халтура бывает очень редко, а поначалу не было и этого. Ни овец, ни яков у меня нет. Работаю за зарплату. Уклад его жизни проще не бывает.
Домой он возвращается к заходу солнца. Изо дня в день одно и то же. Каждый день одно и то же. Встаю рано, прихожу домой поздно. Как солнце заходит, я иду спать. Ничего не происходит. Заняться совсем нечем, только собирать терескен для костра. Март следующего года. В долинные регионы пришла весна, но на высоте 4000 метров все еще зима. Снегопад не прекращается сутками. Сейчас самый тяжелый период для измученных зимовкой зверей. Высокогорные красноклювые галки нежно ухаживают друг за другом. Но чего-то будто не хватает. Стая без конца пристает к одной птице. Сегодня у бородача удачный день. Он нашел большую кость. Стадо ибиксов направляется в сторону пика. Лишь там для них осталось немного травы. Молодой ибикс разрывает копытом снег, чтобы найти траву. Ибиксы спариваются в середине зимы. После спаривания самцы оставляют стадо самок и поднимаются выше в горы. Длина гигантских рогов самца превышает метр. Белый узор на спине свидетельствует о том, что животное достигло половой зрелости. Хищные птицы оставляют за собой след из мертвых животных. Туша горного барана лежит посредине склона. Снежный барс появляется как призрак и неспешно подходит к падали. Ирбисы не могут за раз съесть много пищи, поэтому зверь еще несколько дней пробудет около своей добычи, насыщаясь небольшими, но частыми порциями. Снежные барсы прекрасно умеют маскироваться. Окрас и узор шкуры сливаются с окружающей средой. Зверя сложно заметить, даже если он стоит совсем близко. Если ирбис не хочет показываться, то увидеть его в дикой природе практически невозможно. На горном хребте появляется волк. Странно, что один, без стаи. Волк и снежный барс. Оба хищника стоят на вершине пищевой пирамиды. Кажется, волк встревожен, что встретился с барсом один на один и просто кружит вокруг территории. Присутствие волка никак не мешает снежному барсу. Задержавшись в сомнениях у мертвого барана, волк решает уйти. Он идет на хребет, откуда пришел. Возможно, за своими сородичами.
ушел, и Ирбис занервничал. Он поднимает свое вытянутое тело и медленно уходит прочь, сохраняя по обыкновению полную невозмутимость. Мы подошли к тому месту, где был снежный барс. Его добыча – огромный баран Марко Поло. По размеру рогов ему предположительно 7 лет, а вес примерно 150 килограммов. Одним укусом за шею Ирбис повалил барана, который почти втрое больше его по размеру. Баран умер, не имея возможности сопротивляться. На туше остается очень много мяса. Вернется ли Ирбис, чтобы забрать то, что ему причитается? Первым появляется беркут. Эта свирепая хищная птица имеет мощный клюв и когти, поэтому охотится даже на лис. Беркуты предпочитают сами выслеживать свою добычу, но иногда не прочь полакомиться тем, что оставили другие хищники. Крепким клювом он разрывает мясо. Затем прилетают горные падальщики, стая гималайских белоголовых сипов. Они прогоняют беркута. И набрасываются на тушу барана. Спустя мгновение птиц уже десятки. За трапезой птицы шумят и дерутся. Эти птицы очень прожорливые, они наедаются так плотно, что им тяжело летать. Закон природы – уступи сильному. При приближении волка сипы расходятся по сторонам. В природе редко выпадает такая удача. Пока волк ест, сипы терпеливо ждут своей очереди. Смерть одного дала возможность питаться многим другим. Жизнь и смерть в дикой природе на скудных землях, расположенных высоко в горах. Таков Памир, крыша мира.